Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Ассамблеи народа Кыргызстана, Сооронбай Жээнбеков поздравил присутствующих с наступающим Днем Победы и пожелал всем мира и процветания. Глава государства сказал, что будет оказана дополнительная единовременная социальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны. Распоряжение, подписанное главой государства, уже вышло. Из резервного фонда президента выделено 7 миллионов 91 тысяча сомов. Как отметил президент, поддержка оказана в дань глубокого уважения гражданам Кыргызстана, внесшим неоценимый вклад в Великую Победу. В этом году мы отмечаем 74-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодняшнее мирное небо над головой нам подарили наши деды и прадеды, многие из которых отдали свои жизни. Ряды тех, кто остался тогда в живых, редеют. Сегодня по республике осталось 344 человека. Среди этих героев 97-летний Касымалы Осмонов за свои заслуги перед народом награжден десятками медалей. История у него, как и у всех. Не мог не воевать за свою родину и уехал на фронт. Повидал немало бед. Дошел со своим полком до Берлина. Воевали до конца. Когда услышали, что мы победили, кричали «Ура!», а на глазах были слезы. Это просто не передать словами, что мы тогда испытывали. Это действительно был праздник со слезами на глазах. Ветеранов остается все меньше и меньше, и отдавая дань глубокого уважения гражданам Кыргызстана, внесшим неоценимый вклад в Великую Победу, оказана дополнительная единовременная социальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны. Распоряжение об этом подписал Сооронбай Жээнбеков. Из резервного фонда президента выделено 7 миллионов 91 тысяча сомов. Так, единовременная поддержка к Дню Победы в 20 тысяч сомов будет оказана инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, лицам из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, лицам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью за оборону Ленинграда и лицам, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда. Единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч сомов. Финансирование уже открылось, уже выплаты уже начнутся. На сегодняшний день у нас в Кыргызстане, по Кыргызской республике, 344 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 86 человек участники, 86 инвалиды, 217 участники, 24 блокадники, 17 узники несовершеннолетние. Единовременная выплата будет оказана и со стороны правительства, и мэрии Бишкека. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Каждый год им оказывается поддержка со стороны властей. И нам очень приятно, что пусть даже это была бы не денежная поддержка, а просто внимание. Наши старики, оказывается, именно этого и ждут. Отметим, с 2009 года ветеранам Великой Отечественной выплачивается ежемесячная денежная компенсация взамен льгот в размере 7 тысяч сомов в месяц. А с 2010 года ветераны получают ежемесячно пожизненную стипендию президента 10 тысяч сомов. Диана Мамекова, Тимур Садагалиев, Ала-То, 24.